США вооружает Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, зачем это делается и чем нам придется заплатить. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. США рассматривают возможность передать Таджикистану и Узбекистану до 50 военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане. Речь идет об авиации американского происхождения, на которых в прошлом году вбежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов. План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма, сказано в публикации со ссылкой на независимого источника. Судьба самолетов находилась в подвешенном состоянии более года после того, как в августе прошлого года пилоты афганских ВВС доставили их в Узбекистан и Таджикистан, спасаясь от захвата талибами. Талибы настаивают на том, что эти воздушные суда, легкие штурмовики и вертолеты являются собственностью Афганистана и требуют их обратно. Политика отмечает, что сделка может включать в себя что угодно, от расширения обмена разведывательными данными до в долгосрочной перспективе размещения войск или самолетов в странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане. Как ранее сообщал представитель Министерства обороны США, майор армии Роб Лодевик, по состоянию на 21 августа прошлого года в Узбекистане находилось 46 единиц авиатехники, в Таджикистане 18, в том числе вертолеты и самолеты. В конце апреля нынешнего года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что его страна вернет оказавшиеся на ее территории военные вертолеты и самолеты американским властям, а в июне командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курило сказал, что США намерены передать Таджикистану часть авиатехники бывших афганских ВВС, которая была угнана в Центральноазиатскую республику. Между тем, как пишет издание, по словам представителя Минобороны США, в настоящее время этот вопрос не обсуждается. Министерство обороны в настоящее время не стремится к размещению или постоянному присутствию вооруженных сил США в Центральной Азии для каких-либо целей, заявил официальный представитель подполковник Роб Лодевик. Но если появляются такие сообщения, то значит речь об этом шла, и возможно прямо сейчас они об этом не договариваются, но поднимали этот вопрос. А как вы думаете, стоит ли на это соглашаться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Издание отмечает, что в краткосрочной перспективе маловероятно, что какая-либо из стран позволит США использовать свою территорию для базирования, учитывая их тесные связи с Россией. Кроме того, любое соглашение о базировании США в Узбекистане потребует внесения изменений в узбекское законодательство, согласно которому страна не может размещать на своей территории иностранные военные базы. У Таджикистана в последнее время отношения с Вашингтоном были весьма прохладными. Экономика страны также сильно зависит как от России, так и от Китая. В военном плане Таджикистан является членом Организации договора о коллективной безопасности, военного союза бывших советских республик и уже имеет на своей территории российскую военную базу. Однако из государств Центральной Азии Таджикистан, несомненно, больше всего сотрудничает в борьбе с терроризмом, сказал помощник конгрессмена, отметив, что страна сотрудничает с США в вопросах безопасности границ и обучения. А еще недавно США проводила учения на территории Таджикистана. Как вы думаете, это первые шаги к такому соглашению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!